несколько перефразировать. Если, отвечая в последовательности на ваш вопрос, если в целом напряжение в обществе и поддержка, и поддержка оппозиции как таковая. Известные события привели к досрочной смене власти. Но при этом сменились только декорации, где мы не видим в пабликах, в новостных лентах, не видим Бжаня, Анкваб, Озган, но структура осталась неизменной, и коллективный чиновник на месте с теми же устремлениями. Осталось неизменной разделение на своих и чужих. Не последовали борьбы с коррупцией. По сегодняшний день штат чиновников раздувается, где вышел за все разумные пределы. Вот это и многое другое является раздражительным для общества. И вот говоря о классической оппозиции, то есть когда Тимур Гулия говорит о бутлеющих углях, речь идет о том, что напряжение в обществе объективно существует. Оно никуда не делось, и они в любой момент могут разгореться. Но оппозиция на сегодняшний день занимает конструктивную позицию, потому что прошел всего год. Оппозиция в лице кого? Да, я сейчас скажу. Прошел всего год, но и уже год. Да, и, конечно, уже пришло время подводить результаты. Оппозиция неоднородна, и это произошло не сейчас. Есть так называемая системная оппозиция, состоящая из 5 организаций. И есть Айтгалара, который занимает абсолютно жесткую позицию, но нужно понимать, что их поставили в такое условие. И я сегодня не готов давать оценки. Но это их право. Да, это их право. Это их право. Ну, вашим 5 организациям дают оценки. Представители другой оппозиции, сейчас, без конкретизации, но вашим заявлениям дают оценки. Это... Я думаю, что это свидетельствует о том, что оппозиция уж точно неоднородная, потому что некоторые мнения кардинально различаются.